Я Мукимов Рустам Саматович, профессор, доктор архитектуры, лауреат премии имени Рудаки в области архитектуры. Хотел бы сегодня познакомить вас с одним удивительным событием нынешнего года, в частности, с юбилеем, посвященным 5500-летию городского поселения Саразм, которое находится в Пенджикентском районе Сагдийской области. В первую очередь мне хотелось бы сказать о том, что это за поселение и где, как его обнаружили. Его обнаружили относительно недавно, в 1976 году. Случайно пастух нашел на территории селения Саразм, близ Пенджикента, каменный топор. И это каменное изделие он сразу же принес в город Душанбе, в Институт истории, где этим изделием, древним изделием познакомился археолог, член-корреспондент Академии наук Республики Таджикистан Абдулладжон Исаков. И он сразу же понял, что это сенсационное событие, и обратился в дирекцию Академии наук для того, чтобы организовать хотя бы в этом году кратковременную экспедицию. Эту экспедицию организовали, и группа археологов вылетели в город Пенджикент, чтобы посмотреть на месте, что это за находка и где его нашли. Саразм находится где-то в 45 километрах в сторону Самарканда, в западное направление, от Пенджикента. Это селение, довольно крупное селение на берегу Зиравшана. И здесь, на территории, которая до сих пор заселена жителями этого поселения, произвели шурф, то есть такую археологическую яму для того, чтобы определить, какова глубина культурного слоя этого поселения. И сразу же наткнулись на стены, сложенные из сырцового кирпича, или же из битой глины. И буквально в первый же год исследования обнаружили там очень много изделий материальной культуры, которые стали свидетелями очень богатой культуры этого поселения. И впоследствии эти изделия были проверены учеными разных стран, чтобы определить датировку. И эта датировка позволила определить, что этому поселению в крайнем мере минимум 5500 лет. То есть это середина 4-го тысячелетия до нашей эры. И это поселение является первым таким древним поселением на территории Средней Азии, которое характеризует такое городское поселение, может быть, даже не городское поселение, а раннее поселение на территории предгорной зоны Зиравшана, Зиравшанской долины. И те находки, которые были обнаружены на этой территории, впоследствии, в общем-то, получили резонанс мировой общественности. Поэтому этим поселением заинтересовались многие ученые стран Европы. В частности, первыми заинтересовались французы, затем немцы, итальянцы, американцы и другие страны. И эта заинтересованность выразилась в том, что сюда стали направлять экспедиции, международные экспедиции, которые стали помогать раскапывать это поселение. И в течение буквально нескольких лет, летних сезонов, здесь были обработаны, или можно сказать, несколько объектов на территории около 100 гектаров земли. В целом же, впоследствии, президент нашей республики Эмомали Рахмон выделил из своего фонда деньги для того, чтобы сохранить остатки этого удивительного поселения на века. И поэтому на
5 объектами, которые были раскопаны международными археологическими экспедициями, сделали навесы. И в настоящее время, в этом году, по инициативе нашего же президента, ЮНЕСКО приняло решение отметить как международное событие и организовать здесь международный симпозиум, посвященный 5000-летию города Саразма. И вот буквально 11 сентября, то есть через несколько дней, в Пенджикенте состоится эта конференция, куда съедутся многие ученые из разных стран мира. 12 числа участники этой конференции отправятся автобусами в Саразм, где встретятся с президентом нашей республики Эмомали Рахмоном, который вместе со всеми гостями, почетными гостями и те, которые приехали на эту конференцию, осмотрят это поселение и дадут оценку этому поселению. Ну, поселению дали оценку еще в 2010 году. В частности, в Бразилии проходил международный симпозиум, где было решено присудить этому поселению статус, ввести его в список мировой культуры. То есть теперь это первый памятник Республики Таджикистан, который вошел в международный список шедевров архитектуры. У нас это только начало. В нашей республике сейчас номинированы, то есть представлены для того, чтобы внести их в список мирового наследия, где-то 14 объектов. Эти объекты действительно уникальны по всей территории Таджикистана. И в скором будущем, я думаю, число внесенных в список мирового наследия от Таджикистана будет увеличено. Ну а сейчас, я думаю, мы посмотрим некоторые кадры из этого официального презентации, которая будет представлена на конференции и расскажет, какие предметы, какие материальные культуры были обнаружены на территории этого удивительного поселения.